Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребят! Добро пожаловать на урок русского языка в 4 классе. Урок 21. Тема урока Алдаркөсе «Народный герой». Сегодня на уроке ты будешь понимать ключевые моменты в коротком тексте, вспомнишь особенности жанра «Загадка», учиться согласовывать прилагательные с существительными. Задание первое. Отгадай загадку. Жұмбақты шеш. В шубе чудесный я был и жадного бая перехитрил. Это кто, ребята? Правильно, это Алдаркөсе. О ком идет речь? Речь идет об Алдаркөсе. Что нужно знать, чтобы отгадать загадку? Чтобы отгадать эту загадку, нужно знать сказку об Алдаркөсе. Докажи, что это предложение загадка. Допиши словосочетание прилагательное плюс существительное. Сын есім. Мен зат есімнің қосындысын. Так. Что? Шуба. Шуба какая? Шуба чудесная. Кто? Бай. Бай какой? Бай жадный. Почему одно существительное отвечает на вопрос «что», а другое «кто»? Потому что шуба – неодушевленный предмет, жансыз зат. Слово «бай» – одушевленный предмет обозначает, жанды затты білдіреді. Поэтому они отвечают на разные вопросы. Дополни каждый столбик двумя примерами. Сказка какая? Интересные. Класс какой? Светлый. Эти слова, сказка и класс, отвечают на вопрос «что». Алдаркөсе какой? Хитрый. Бабушка какая? Любимая. Слова Алдаркөсе и бабушка отвечают на вопрос «кто». Задание второе. Прочитай око. Допиши каждое предложение, чтобы получился рассказ. Әңгіме шығу үшін әрбір сөйлемді аяқтап жаз. Астында керекті сөздер берілген. Бұл сөздерді сұраққа байланысты жалғауларын өзгертіп жазамыз. Задание второе. Алдаркөсе главный герой каких сказок? Казахских народных сказок. Он очень какой и какой? Он очень находчивый и хитрый. Алдаркөсе всегда защищает каких и людей. Алдаркөсе всегда защищает бедных и честных людей. Этот безбородый обманщик наказывает каких богачей, кого и кого. Этот безбородый обманщик наказывает жадных богачей, лодырей и купцов. Сказки об Алдаркөсе учат быть каким и каким. Сказки об Алдаркөсе учат быть честным и справедливым. Работа в парах. Шутпен жұмыс. Используя материал упражнения второго, составь симпейн пятистишие. Первая строчка Алдаркөсе, вторая строчка два прилагательных. Алдаркөсе какой? Находчивый, хитрый. Третья строчка три глагола. Алдаркөсе что делает? Обманывает, перехитрит, наказывает. Четвертая строчка целое предложение. Сөйлем болдырик. Алдаркөсе народный герой. И пятая строчка одно слово об Алдаркөсе. Обманщик. Задание четвертое. Вспомни сказки об Алдаркөсе. Алдаркөсе дождался, когда хозяева крепко заснули, потихоньку встал, подкрался к котлу, выловил мясо и сел. Насытившись, он изрезал на кусочки кожаные сапоги хозяйской дочки и кинул их в котел. Не читая эти сказки, можно ли догадаться, какой отрывок к какой сказке относится? Нет, невозможно. Нужно знать эти сказки. Какие ключевые слова, словосочетания помогли тебе вспомнить сказки? Ключевые слова: необычайная скупость, потроки, хозяева, кинул в котел. Назови ключевые идеи этих коротких текстов.
Сказки Алдаркосе и его скупой друг. Это здесь второй отрывок, по порядку первая сказка. Однажды в аул, где жил Алдаркосе, приехал незнакомый человек. Вскоре он со всеми подружился. Всем он был неплох, а только одно не нравилось Алдаркосе в новом друге — его необычайная скупость. Значит, это отрывок из сказки Алдаркосе и его скупой друг. Третий отрывок. Переглянулись батраки и ничего не сказали. Ладно и так, коль нет надежды на мясо и мясной отвар — неплохая еда. А Алдаркосе уже хлопочет в стороне. Горит костер, кипит чугунный казан, варится баранья туша. Это сказка, как Алдаркосе накормил батраков. А первый отрывок — это из сказки «Жадный бай» и Алдаркосе. Чему учат эти сказки? Сказки учат честности и справедливости. Ребята, задание 5. Найди и выпиши. Выпиши из отрывков сказок словосочетания прилагательные плюс существительные, дополненные своими примерами. Образец: железная дверь, дверь из железа. Кожаные сапоги, сапоги из кожи. Мясной отвар, отвар из мяса. Чугунный казан, казан из чугуна. Ребята, на этом мы закончили этот урок. До свидания, до следующих встреч.